Ахмед Халидович, спасибо, что согласились ответить на наши вопросы здесь, в Лондоне. Первый вопрос очень короткий, простой. Беларусь и Ичкерия. Что общего вам видится в судьбах наших народов? Если исторически, это одна сторона. То, что сегодня у нас общее, это оккупационные режимы, которые установила Россия как на территории Чеченской Республики, так и сегодня в Беларуси. И народы и Беларуси, и Чеченской Республики Ичкерии находятся в заложниках вот той преступной системы, которая управляет ими. И руководит этой системой на местах именно Кремль. И поэтому вот это общее. А если в целом, исторически, да, белорусы, так же как и чеченцы, они боролись за свою свободу, независимость, разные этапы, разные эпохи в историческом измерении. Но они до конца не сумели пока еще, точно так же, как и чеченцы, ведя 500 лет борьбу за независимость, пока еще не достигли национального суверенитета и независимости. И, к большому сожалению, сегодня и белорусы находятся в таком же положении. Но я уверен в том, что и белорусы, и чеченцы, и чеченский народ, мы будем свободны и независимы, и мы установим наши нормальные братские отношения. Какой вам видится роль Лукашенко, особенно после начала войны России против Украины? Конечно же, президент Украины Зеленский уже дал оценку действиям и поведению Лукашенко. Он причастен к тем военным преступлениям, которые совершаются в Украине от России. Потому что Путин, с позволения Лукашенко, сумел втянуть Белоруссию в эту войну. Хотя активно она не участвует в военных действиях, но сама страна, государство используется как плацдарм для ведения агрессивной войны против Украины, украинского народа. И я уверен, что Нюрнбергский процесс, аналогичный Нюрнбергскому процессу, должен быть трибунал, должен быть этот процесс, который должен дать оценку этим событиям. И белорусские чиновники, которые сегодня выполняют преступные приказы Лукашенко, они будут вовлечены в этот процесс и должны будут нести ответственность наравне как с русистами, так как они сегодня являются соучастниками этой преступной войны. Как бы вы оценили тот факт, что у белорусов есть Светлана Тихановская, или, как здесь на Западе говорят, президент-элект, и теневое правительство? Какое это, на ваш взгляд, имеет значение? Это имеет огромное значение. То, что сегодня есть правительство за рубежом, за границей или в изгнании, как хотите, так и называйте его. Вот их работа, политическая работа, которая ведется в Европе и на Западе, она очень важна для будущего белорусского народа и белорусского государства. Потому что сегодня альтернативная структура или государственная власть, политическая, пусть хоть номинально, она в лице Тихановской и ее правительства и кабинета министров. Вот именно они должны будут давать, уже от имени народа Беларуси должны будут давать правовую оценку. Я думаю, что именно вот это толкнуло сегодня Лукашенко на досрочные выборы, потому что он понимает наличие Тихановской как отчасти многими странами признанной как легитимная структура власти, как легитимный президент. Вот он хочет избавиться от этого, потому что они понимают, какую политическую роль в будущем и даже в настоящее время играет правительство Тихановской. Как выглядит сейчас ситуация в Ичкерии и в целом на Северном Кавказе, особенно после начала войны? Конечно, настроения кардинально изменились не только на территории у чеченцев и чеченского народа, но и у всех представителей северокавказских народов. Именно исходя из их настроения, мы и создали комитет по восстановлению северокавказских государств Северного Кавказа. Это происходило в прошлом году в Европарламенте, мы озвучивали этот проект, и есть президент, есть структура, которая сегодня представлена на международной арене. Вот мне кажется, самая главная задача представителей этих народов начать кооперировать с этим комитетом, с тем, чтобы восстановить национальные государства. Это мы исходили по аналогии после распада Российской империи. На Кавказе была создана Горская республика. Это конфедерация народов, кавказских народов. И вот аналогии этому проекту мы и создали этот комитет. Нужно, главное, чтобы было понимание того, для того, чтобы
чтобы оно состоялось как государственное образование, как конфедеративное государственное образование, необходимо, чтобы эти народы стали суверенными и независимыми. И я думаю, что вот в этом ключе настроения людей изменились на фоне продолжающейся войны. И у этих народов есть и надежда, и уверенность в том, что Россия после вот этой войны, агрессивной войны против Украины, после военного поражения в Украине, она должна трансформироваться в какое-то другое государственное образование, как во все времена и происходило. И распад Российской империи, и распад или трансформация Советской империи. То же самое должно произойти с сегодняшней псевдодемократической Российской империей. В сентябре прошлого года вы встречались в Украине с руководством полка Калиновского, который, как известно, воюет на стороне Украины. Какие впечатления у вас остались от той встречи и какие выводы вы сделали для себя? Для меня самое главное, что наличие вот этого полка или этой военной структуры, которая сегодня олицетворяет независимость Беларуси, это очень важно. Это исторически важно, это и символически важно. Вы помните, да, после Первую мировую войну или в период Первой мировой войны был создан польский легион австрийцами, австро-герман. И вот этот легион, он стал ядром независимости Польши. И я уверен в том, что вот эта силовая составляющая, которая сегодня находится в Беларуси, она может сыграть и сыграет огромную роль в освобождении от оккупационных структур, деле достижения действительно настоящей независимости и суверенитета Беларуси. И поэтому это очень важно, что есть такая сила и есть такая структура. Там же, в Киеве, на пресс-конференции вы отметили, что только украинцы поддержали вас во время двух чеченских войн в 90-х годах прошлого века. Почему так произошло? Почему они? Они, во-первых, мы исторически связаны. Особенно свежо в памяти отношения украинцев и чеченцев. Это 1939 год, голодомор украинцев, когда очень большом, огромном количестве украинцы прибыли на территорию Чечни, и многие спаслись и спасли своих детей. И с этого времени вот эта связь и кровная, и духовная связь. Кровная почему? Потому что украинцы, которые выросли в Чечне, девушки выходили замуж за чеченцев, украинцы женились на чеченских девушках, и в принципе вот это... их уже нельзя назвать, это чеченцы. Они говорят на чеченском, они исповедуют ислам, но они знают, и мы знаем, что это украинцы. И вот я думаю, вот это посыл, наверное, в первую очередь и сработал, когда УНАН-УНСО отправили своих добровольцев на территорию Чечни. А почему только украинцы вас поддержали? Это не потому, что другие республики или страны не хотели нас поддержать. Но тогда была общая такая конъюнктура. И белорусы, и другие постсоветские страны, они заигрывали с Москвой и были очень зависимы от них. И ни в коем образом они не хотели быть причастными вот к тому сопротивлению, которое чеченский народ оказывал российским агрессорам в тот период. Хотя это было заблуждение и большая ошибка. Если бы Россию тогда в Чечне остановили бы, не только страны постсоветского пространства, но и европейские страны не дали бы им делать то, что они сделали с чеченцами, то сегодня ситуация в мире рассматривалась бы совершенно по-другому. И вот не было бы ни Молдовы, которая часть оккупирована, ни Грузии, которая часть оккупирована, ни Белоруссии, которая полностью находится под контролем российских агрессоров, и сегодняшняя война в Украине. Этого всего можно было бы избежать, если бы тогда Россию остановили в Чечне. И все же хочу немного поспорить с вами на этот счет. Джохар Дудаев, первый президент Чечни, был убит, если не ошибаюсь, 21 апреля 1996 года. А через 5 дней в Минске прошел Чернобыльский шлях, одна из самых крупных акций протеста, во время которой Зенон Позняк, лидер Белорусского народного фронта, объявил минуту молчания в память о Джохаре Дудаеве. Что скажете на этот счет? Вы очень так провокационно задали вопрос, почему только Украина. Я имел в виду относительно УНАН-УНСО их личного участия в военных действиях. Конечно же, то, что происходило в Минске, и вот эти события, как белорусский народ и какие
были отношения у нас и с политическими, и с журналистами, которые были, конечно, они поддерживали. Я имел в виду, когда говорю только украинцы, это участие в боевых активных действиях, а в политическом отношении, конечно, и белорусы, и украинцы, и Казахстан, и другие кавказские республики, они заявляли и высказывали поддержку. Но лично такого добровольцев, которые участвовали в отражении российской агрессии, это были только представители Украины. Раз уж мы вспомнили Джохара Дудаева, который, скорее всего, был убит российскими спецслужбами, то вспомним и его слова о том, что Россия – это Карфаген, который должен быть разрушен. Сама же Россия, точнее Кремль, считает себя Третьим Римом. Хорошо, что еще не Третьим Рейхом. Что вы думаете по поводу этих аналогий? Вы, в принципе, сами сказали, Третий Рейх, Третий Рим. Но не бывает ни Третьему Рейху, ни Третьему миру. Джохар был прав, и сегодня мы стоим, и я думаю, что мы станем свидетелями разрушения распада этой последней империи. Я с уверенностью могу сказать, в любом случае, мое такое убеждение и впечатление, что это последняя война России, которую она ведет и развязала в Украине. Это будет последней войной Российской империи, после чего эта страна должна будет трансформироваться во что-то другое и измениться. Мы не говорим, что она не исчезнет с лица земли, это огромная территория, но на этой огромной территории должны будут образоваться независимые суверенные государства, для которых права человека и принципы международного сообщества будут являться приоритетными в их жизни и в развитии этих государств. Вы уже практически ответили на мой последний вопрос, но все же задам его. Что вы думаете о перспективах России и ее владычестве над покоренными народами, в том числе на Северном Кавказе? Навсегда ли это? Или, так скажем, надолго ли это? Я думаю, что мы все сейчас переживаем последний этап агонию Российской империи. Вот то, что происходит сегодня, это и есть последние потуги империи, которые... Мы знаем, что принцип империи, она сохраняется до тех пор, пока она ведет захватнические войны. И именно этим и руководствовался и Путин, и та система, когда они развязывали эту войну. Когда ввели войну с Чечней, они ушли в оборону. И это им показалось угроза для распада и для существования Российской империи. И поэтому они развязали все эти войны в дальнейшем. Но сегодня я уверен, что это последняя война. И те народы, которые находились в колониальной зависимости от России, многие из этих народов освободятся и создадут свои независимые государства. Я в этом абсолютно уверен.